программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня, 10 марта, в России отмечается День архивов. Исторический профессиональный праздник связан с первым в России государственным актом, генеральным регламентом или уставом, подписанным Петром I в этот день, в далеком 1720 году. Как работает Республиканский национальный архив, расскажет сегодня гость студии, заместитель директора Национального архива Республики Наталья Малышева. Наталья Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, в начале нашей беседы расскажите, кто он, работник архива, что это за профессия? Ну, на самом деле мы считаем, что, конечно, архивисты считают, что профессия архивиста очень уникальна. Почему? Потому что, во-первых, в республике где-то всего 200, наверное, профессиональных архивистов, которые занимаются архивной работой. Это 81 человек работает в Национальном архиве, где-то по 2-3 человека работают в 35 муниципальных архивах, и где-то в ведомственных архивах тоже есть такие ведомственные архивы, в которых тоже работают такие именно сотрудники, которые занимаются архивами. Ну, а мы считаем, что почему уникально? Потому что, во-первых, архивист — это работник социальной сферы. Почему? Потому что он исполняет социально-правовые запросы, отвечает на социальные запросы общества. Да? Во-вторых, он государственный чиновник, который обеспечит ретроспективную информацию для общества, для государства. В-третьих, он является научным работником, потому что он изучает историю. В-четвертых, да, уже он является тем человеком, который хранит информацию, то есть это информационный ресурс республики. Вот. Ну, действительно, профессия уникальная, 200 человек всего на 1 миллион жителей. Я не встречал таких еще. Ну, давайте поговорим о том, какие все-таки документы подлежат хранению в Национальном архиве и почему. Ну, из всего документооборота, который создается вообще в делопроизводстве, мы считаем, что где-то всего 2-3% только попадает в архивы. Какие это документы? Это на самом деле уже ценные документы, которые единственные в своем роде, в своем экземпляре, и они должны быть подлинные, и, соответственно, иметь какие-то такие нормативные документы, иметь соответствующие подписи, печати, да, чтобы они были юридически, скажем так, обоснованные. А с какого года вот эта вся работа ведется у нас в республике по хранению документов? Ну вот в прошлом году, в декабре 2020 года, Национальному архиву исполнилось 100 лет. На самом деле, вот тогда губернский архив был создан, и самым первым заведующим губернским архивом был Ефим Стрелов, который сказал, что архивы всегда были и есть, и на самом деле вот и будут. Вот. Поэтому централизованная такая вот организация концентрирования документов началось еще при губернаторе Крафте. И вот этот вот архив, он был как бы основой заложения губернского архива, ну и преемником которого является Национальный архив. А вот если из тех документов, которые сейчас хранятся в архивах, самый интересный или, может быть, самый древний, старый архивный документ, он какой? Ну, тут бы я привела некоторую статистику. В Национальном архиве на данный момент хранится 1 407 000 единиц хранения. То есть столько документов хранит. И действительно он является одним из самых богатых и таких больших архивов на Дальнем Востоке. И документы на 17 языках народов мира, это кроме якутского и русского, соответственно, на 19 языках, и на 8 носителях. То есть что такое носитель информации? Это бумага, это вот кино, фото, фонодокументы, это калька. Есть у нас очень редкий такой документ на стекле. То есть что это за документ? Это, помните, вот на заре 20 века на стекле, то есть, как сказать, не подлинник, а негатив, он был на стекле. Соответственно, вот это документ на стекле. Ну, а как сложно получить к архивным документам доступ? Кто посещает сейчас в основном архив и с какой целью в основном? Ну, в последнее время, конечно, очень большой интерес вызывает генеалогия. И наш архив в этом плане является очень таким интересным.
в своем роде тоже уникальным. Почему? Потому что посещение наших маленьких читальных залов на 25 человек на Дзержинского 41 и всего на 12 человек на Кирова 14, посещения огромные. В прошлом году, к сожалению, в связи с пандемией у нас посещения как такого читального зала не было, но вот очень востребовано, чего нет, скажем так, в других регионах. Но тем не менее, давайте коснемся пандемии и ограничительных мер. Как сейчас организована работа по встрече, скажем так, посетителей, желающих покопаться в архивных документах? Ну, весь год мы практически не работали, и вот только с 15 февраля читальные залы открылись в 2 корпусах, но в связи, естественно, с продолжением вот этих вот ограничительных мер, к сожалению, читальные залы там всего по 5, по 4 человека только. По записи. По предварительной По записи? предварительной записи, да. Вся информация есть у нас на сайте Национального архива. Там можно посмотреть, как, где, что, и подойти, посмотреть. Как вообще документы попадают в архив, кто принимает то или иное решение, быть этому документу в архиве или нет, и как организовано хранение документов, наверняка это какие-то специальные условия? Конечно, специальные условия для хранения документов есть, они существуют, и они обычно вот, в специализированных зданиях, то, что на Дзержинского 41, это 1974 года здание, да, и на Кирова 14 здание вот, 89 года постройки. 89 года постройки, соответственно, это считается более относительно, ну, тогда на тот момент там были условия, ну, наисовременнейшие, скажем так, да, но, к сожалению, оно уже время идет, течет, меняется, поэтому сейчас уже проектная вместимость наших зданий вот тогда была на 1 миллион 100 единиц хранения, а у нас получается 1 миллион 407 мы уже храним. На самом деле уже не совсем соответствует тем стандартам, которые должны быть. Вот. Это если о хранении сказать. А как поступают к нам документы? Есть такой список организаций, источников комплектования. Их у нас где-то около 170, ну, варьируется каждый год немножко. Какие-то организации у нас уходят, ликвидируются, какие-то организации вновь создаются, соответственно, они входят в этот источник комплектования. Помимо этого мы работаем еще с территориальными органами, ну, федерального значения, и, соответственно, где-то около 200 организаций постоянно сдают нам документы постоянного срока хранения. На самом деле документы создаются в организациях, то есть делопроизводство на стадии делопроизводства в организациях. И насколько вот сотрудники этой организации правильно и хорошо отнеслись к делопроизводству, такие документы к нам и поступают. Поэтому мы работаем с этими организациями, чтобы они готовили для передачи на постоянное, сейчас уже говорят вечное хранение, но вечного на самом деле, наверное, ничего нет, но вот постоянное хранение, документы они должны передавать надлежащих по правилам, по тому перечню, который Росархивом и Министерством культуры утверждается. В общем, все это регламентировано на самом деле. Ну, не могу не спросить такой вопрос. Все-таки на дворе уже 21 век, технологии шагают семимильными просто шагами. И есть ли вообще смысл в хранении вот подлинников этих документов, если все можно просто оцифровать, и это все поместится буквально на 1-2 серверах? Так, способы хранения документов на бумажной основе, они уже проверены столетиями. А способы хранения вот этих новых, а тем более на каких-то новых носителях, да, вот мы не успели оглянуться, уже ни бобин нету, ни дисков нету, ни кассет нету, которые уже нужно перецифровывать. То есть это дополнительная работа, это дополнительный бюджет времени, это дополнительные материально-технические затраты. Поэтому на самом деле Росархив пока придерживается того, что документы на постоянной основе, они должны быть на бумажной основе. Скажите, а предусмотрены ли какие-то, может быть, праздничные торжественные мероприятия, приуроченные ко дню архива? Ну, конечно, мы каждый год планируем. В этом году, в связи с пандемией, на самом деле есть тоже положительные моменты. Мы научились работать онлайн, и, соответственно, готовим уже и выставки онлайн. Если раньше были подлинники, потом стали проводить онлайн-выставки. И, конечно, в этом году мы тоже подготовили ряд таких мероприятий.
посвященных Дню архивов. И на самом деле можно посмотреть на сайте нашего архива. Мы подготовили фильм, мы подготовили виртуальную выставку. Все это будет наглядно. И 10 марта будет еще читательская конференция на платформе Zoom, посвященная здравоохранению. Наталья Николаевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с профессиональным праздником, вас и ваших коллег. Всего доброго. Спасибо. Я хочу тоже всех поздравить с наступающим праздником Днем архивов. Это была программа «Актуальное интервью». На работе Республиканского национального архива нам рассказала заместитель директора Национального архива Республики Наталья Малышева. Берегите себя, носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.